Хорошее летнее утро, солнышко, тишина, ребят, тепло. Пол третьего утра, ребят, я на ногах уже. Мирный народ, все спят. Снятся какие-то сны, ребята. Я уже, ребят, весь на взводе, у меня голова забита всякими мыслями, лишь бы ничего не забыть. Как обычно на сборах, ребят, собираю все необходимое. Сегодня рыбалка, сегодня сплав. Другая река, ребят, абсолютно новый маршрут. Сегодня я с Женьком, все потеряли Женька, нет, ребята, он со мной, он на связи, так что мы будем сегодня с ним рыбалить. Двухдневный поход, здорово, ребят. Солнышко встречает нас, но вот именно что только встретит, ребят, и проводит. Погода на самом деле будет пасмурная, вот это все идет хмурые тучи, и будет у нас такая погода аж 2 дня. За бортом не так уж и тепло, как кажется, что 26 июня, а на самом деле, ребят, плюс 6 всего ночью. Так, не особо летняя погода, но это не помешает, ребят, провести классное время. Солнышке говорим привет и пока. Ну и встречаем вот такую хмурную погоду. Ну и завтра, ребят, у нас вообще по прогнозу дождь. 2 дня, ребят, мы на рыбалке, 2 дня на сплаве. Сборы. Машина вот-вот подъедет, а Женька уже в другой деревне, ребят, ждет, не дождет на трассе, когда мы его заберем, ребят. Все поподробнее расскажу, покажу. А сейчас быстренько собираю рюкзачки, ну и в бой. Понеслась. Разница есть даже. А? Разница есть. Разница, да, большая. Так, сразу ноги помыть, чтобы потом нормально в песке не сидеть, блин. Так, ну что, начинаем. Так, ну что, достаем друзей. Это жерлички. Жерлички пока не нужны. Так, подсачник. Думаю, одного колена достаточно будет.
Так, приготовим сразу на всякий случай. Так, изначально попробуем на вертушечку. Здесь у нас интересная рыбка живет, как хариус. Так что будем пробовать на вертушечку пока. Ну что, можно вздохнуть, наверное. Мы на воде. Ну что, ребята, все, мы на реке. Сегодня я с Женей на двух лодках, на двух, кстати, фрегатах. У меня уже не двухместная, у меня одна местная, но немного побольше. Ну, ребят, с комфортом сегодня вдвоем на двух лодочках, так что вещей у нас много, но как бы все разгружено ровно и нам, в принципе, удобно, все хорошо, ребят. Сколько по времени, сейчас сразу скажу, чтобы не было. 6:35, ребят, мы на воде уже, спуск, сплав у нас начался. Река Малая Визингер. Этот маршрут, ребята, я ни разу не ходил. Для меня очень интересно, потому что новые места это всегда, ребята, интересно. Не знаю, что идет за поворотом, это очень здорово, классно. Ну, щука, ребят, щука вроде берет, неплохо берет. Сегодня, конечно, у нас в прилове это щука, а точнее в прилове это окунь, ну и может понадеемся на хариус. Я не знаю, как получится. С ночевочкой, все как классно, все как надо. Погода как будто бы не важная, но сегодня дождя не обещалось, так что сегодня у нас рыбалка. Будем целый день рыбачить, пробовать добыть щуку. Так что, ребят, давайте с нами, как обычно, лайкосик. Так, значит, ну и что, я расселся, коробочки с блеснами. Сразу подсачник приготовил. В прошлый раз, ребят, подсачник я утопил. Вот новенький подсачник, это подарок. Я уже в каком-то из видео говорил, так что нормально, ребят. Одному, тем более, если даже килограмм щука, ну зачем мучить ее и себя спокойненько подсачником, и все нормально. Женя догоняет. Здесь вещи взяли, даже стол, палатка, все как полагается. Из в этом маршруте есть, но мы не знаем. По карте смотрели, Женя смотрел, не знаю, нашел, не нашел. Ну, хотим поночевать на бережку с костерком и так далее. Начну, ребят, с вертушечки, Понтон 21. 3-й номер получается. Не знаю, вот такой расцветки. Ну, мне блесна нравится, то, что она работает. Она заводится с полуоборотика, вот сразу начинает работать. Чисто из-за этого блесна очень хорошая. Это не реклама, но блесна достойная. И, в принципе, в нашем регионе она ловит, и ловит неплохо. Так что начнем с нее. А потом посмотрим, перейдем, наверное, на воблерки. Утряночка, мы начинаем. Так, ребят, забрасываем первые забросы. Все как обычно. Вдохновение, ребят, такое бешеное. Эмоции переполняют от сплава, потому что результат неизвестен пока. И, конечно, рыбак надеется на хорошие вообще, на хорошие поклевки, на хорошие уловы, так скажем, и так далее. Что могу сказать о реке, ребят? Ну, река ловчая, рыбная. Верховье этой речки вообще хорошие. Хороший хариус присутствует. Много щуки и так далее. Брал сплав этой реки Низовье, получается. Ну, не особо мне понравилось. Ну, мы, скажем, щуку видели, но не особо. Это было в прошлом году. Кстати, есть видео на канале. А сегодня, ребят, мы забрались достаточно повыше. И хотим попробовать здесь. Река встретила, ребят, таким спокойным течением здесь в данный момент. Посмотрим, что будет дальше. Самому интересно, есть здесь перекатики, нет и так далее. Короче, я, ребят, говорю первый раз, так что не знаю, что за поворотом. Это самое главное. Это прям просто круто, просто кайфово. Ладно. Смотрим. Ждем. Был. Щука не крупная, я прям видел ее. Не знаю, попробуем доловить. Возьмет, не возьмет. Ну так, что-то не особо она так просто проводила. Хорошо видно было, и все. Там такая трава, как бы перекатик. Ну, Жень, наверное, доловит, если что, если у него другая приманочка, то я думаю, получится все у него.
Так, ребята, у нас первый перекатик, первая быстриночка. Щука любит такие места, вообще обожает. Ну, пока один выход у нас. Женька прошел по тому месту, щука не вышел. Ну и пока все, тишина. Больше ничего интересного пока за наш сплав. Плывем где-то с получаса, наверное. Тишина. Ну вот перекатики начинаются, меня уже радуют. Уже нравится мне. Странно, ребят, странно. Четвертый перекат подряд вот такой. Вот щучьи места, вообще щучьи. Но нифига. Тишина. Не хочет, выхода даже нет. Воблерок что-то не работает. Я не могу поверить, что здесь щука не стоит. Должна она тут стоять. Места вообще шикарные, ребят. Местами так и вообще просто как написано, как нарисовано, блин, на картинке. Перекатики пошли. Погулял воблерок у меня. Тишина. Все-таки на вертушку выход был. Попробуем поставить. Утки только взлетают, ребят. Хорошо, что утка осталась. Это очень хорошо. Ох, там перекат, ребят, четкий вообще. Пробуем проводочку, ребят. Ну, не соблазняется. У нас опарики. Червей нету, к сожалению. Опарыша вообще не хочет. До самого уже этого пекла спустил. Нифига. Женя пошел кочку посмотреть, может червя сейчас найдет. Просто ради интереса охота поймать. Пошел, ребят, червей искать. Тут, смотрите, какая-то база. Вон какую нашел. Опа, красотку. Стой, дайте я покажу. И пойдешь дальше по своим делам. Вон какая красавица. Оп. Иди, подруга, иди, я тебе не мешаю. Свежий костер, ребят, здесь, смотрите. Палки какие-то. Дорога, походу, есть. Червей, без червей поехали. Ну так, чисто ради интереса, ребят. Сейчас, вот, может, ломану что-нибудь. Поднял дрова, ребят. Еще одна, смотрите. Какая-то желтая. О, какая, бесхвостая. Давай, иди, подруга. Так у вас тут целый дом. Лежат, отдыхают. Нету червячков, нету. Сухо. Так, ребят, Женька вроде взял. Хорюска. Остался там в траве. Перекат длиннющий, ребят, смотрите какой. Четкий. Не знаю, правда, на что, на удочку или на вертушку. Вроде на удочку. Червя так я не нашел, короче, нифига. Ну вот. Ну, вроде не крупный жиган. Ну и то. Молодец, добыл. Опа, на первый хариус на такую блесенку. Нормально. Андрюха уплыл. Вот такая блесна, первый номер. Так. Отлично. Хорошо зацепился. Вот такой вот небольшой хариус. Ладно, отпущу его. Так, ребят, солнышко проскальзывает. Хорошо, и первый остров впереди. Причем такой здоровенный, вообще мощный остров. Две протоки, одна справа, другая слева. Вот слева пойдем. Женька капитально отстал. Я уже его остановочки, но что-то его не появляется на горизонте он.
Наверное, где-то встать на завтрак надо будет. Все-таки с 4 на ногах. 10 часов, ребят. Сейчас надо на этом острове, наверное, мы и забазируемся. Если с той стороны посмотрим, если можно будет, попробуем. А вот и Женек. Я обогнул, ребята, он напрямую проплыл. Да. Ладно. Женька, значит, навелся, встал. Догоняет. Ну, вот такой березнячок, ребят, там классный. Может, там, Женька, сейчас и забазируюсь. Пообедаем. Точнее, позавтракаем. Блин, ну места, ребят, шикарнющие просто. Я не знаю, как назвать. Но почему-то тишина. Ох. О, Женька вроде зацепил. Наконец-то. А что-то сопротивляется, что-то Женька как не щука. Слушай, воблер снял. О, блин. Ох, подлодку тащит. Иди сюда. Первая. Ура! Распечатали, Женька. Вот, молодец. Первая поклевка у нас. Ну как, такая результативная уже на самом деле. Охренеть. Небольшая щучка. Ну, парочку себе возьмем на поесть. Так, ну, сегодня вечерушка у нас. Лагерь и так далее. Свеженькой рыбки, ребят, надо на рыбалочке попробовать. Ну, Женька у нас, получается, и хорюска зацепил, двух где-то. Грамм по 150 тоже на вертушечку. Так что вот впереди перекатик. Будем пробовать. Вон плещется, видно. Ага. Попробуем, постоим сейчас возле травы. У меня как раз маленькие вертушки есть. Ну вот. Ну, конечно, это вообще не клев, не жор. Как-то так. Попал по голове просто. Наколебалку. Так, что у меня там по маленьким вертушкам? Как раз где-то есть такие хорезовые. Вот с мушечкой есть. Попробуем с мушечкой. Правда, уже, конечно, цвет свой поменяла она. Как бы ни было, все равно вот такая штучка. Попробуем на нее. Блесну поменял, понял, сразу хапнул. Опа! Вот такой нормальный, слышь. Но он промахнулся. Блесну, короче, этот поменял другую. Да? Че потом, Женя, отпускаем или что? Или что, кроссовочку сделаем? Давай. Такой какой-то интересный. Блин, ну только кинул сразу удар, как ты и говорил, короче. Вон. Огурцами пахнет, зараза. Ну, скоросовочку сделаем, наверное, да. Заводюга. Распечатал. Да. Видели, ребят, как моментально хапнуло. Ну вот.
Сегодня хоть с голодухи не помрем. Все-таки охота свеженькую поесть. Тем более Женькой в этом сезоне, наверное, первый раз мы рыбачим. Женькой хотим тоже вечерок отдохнуть. Все-таки, ребят, знаете, это мой напарник по рыбалочке. Правда, разлетелись у меня воблеры здесь. Вот березка, сразу понятно, что что логово щуки. Ну чё, как успехи? Чуть-чуть. Поклевывает? Небольшие, да? Хе-хе-хе. Прям подводку взяла. Охренеть. Щурагайки, блин. Что-то пошли поклевочки здесь, блин. Мужики вон полутроллингом занимаются. У нас такая щука мелкая клюет. Так, ну что, ну поезд-то мы поймали. Такую можно и отпустить, царевну. Давай, подруга, гуляй. Опять небольшой перекатик. Сразу ставим маленькую. Пробуем. Вроде прыгнул, вроде есть кто-то. Ну и заодно здесь Женька перекусим. За рыбалку, за братьев рыбаков, за всех надо поднять тост. Как без этого, ребята? Давай, Евгеньевич. Мы с тобой что, первый раз в этом сезоне? Да. По-летнему, да? По-летнему, да. Офигеть. Ну, будем что. Рыбалку. Давай. Как теща, говорит, под лед, да? Что, ребята, перекусили, выпили по 100 грамм. Погода распогодилась, солнышко стало. 12:20. Продолжаем маршрут. Женя посмотрел по навигатору, прошли 1/7 часть всего лишь где-то. Короче, ребят, еще дорога длинная, дальняя. Ну, утрянка как-то не понравилась вообще. В общем сложности один выход. Женя, говорю, выхода не было. Женя одну поймал. Вот у меня 2 и харюзок. Ну, у Жени еще 2 харюза получается. Ну, отпустил, говорит. Вот такие дела, ребят. Что, продолжаем маршрут. Будем надеяться, что вечер нас порадует лучше. Короче, убой, ребят. Вот это, ребят, бывшие плотины бобра. Навтыканы вот эти коряги, воткнуты. И вот такие потом получаются острова. Это все бобры делают. Фига, перекатик. Красавец. Понес, просто понес. Ребят, поклевочка. Не крупная, а еще рогаечка. Попалась, вон она отцепилась, кстати. Малышка какая. Прям под лодочкой взяла. Не травмированная, все хорошо. Давай, подруга. Ну вот. Все та же мелкая щука, ребят. Так, стоять. У меня тут набор стоит. Это глубина, если что, ребят, это
небольшая глубина, так скажем, перекат. Ну пока вот вертушкой все работаю. Понтончиком вроде как работает, но более-менее, потому что все остальное вообще никак. Все остальное вообще никак. Блин. Но щука же есть покрупнее, но где она? Все-таки хочу что-то за килограмм уже хотя бы. Не прошу там трешек, двушек. Ездишь, щука нормальная. Не знаю. Ну, сплав длинный. Я надеюсь, лениться не будем. Все равно выхватим что-нибудь интересное. Так, впереди очередной перекатик, ребят, встречает. Ну, по хорезку надо побаловаться все равно. Нет, просто у нас, ребят, его не особо много. Ну, так, чтобы доступно его половить. Есть, конечно, речки таежные и места, куда, во-первых, нельзя добраться, а во-вторых, далеко очень. Так что шанс такой не будем упускать, тем более Женька опять отстал от меня. Немного подожду Женю. Ну и попробуем здесь. Вроде такой интересный перекатик. Сейчас посмотрим, где бьет, если бьет вообще. Покидаем. Не показываю, что где-то бьет он, скажем. Но перекат достойный. Попробуем. Вон там мелкий, вон там мелкий. Мелкий есть, значит. Покрупнее тоже должно быть. Ребят, смотрите, с оттуда взял. С оттуда взял жиганечек. Блин, лишь бы его этот не обжигать, конечно. Да я тихо, брат, тихо, брат. Сходу только кинул, взял сразу. Ладно, придется немножко подержать. Давай, брат. Спасибо за поклевочку. Спасибо. Давай же, гоняра. Туда, ребят, закинул. Прям самое пекло. И с оттуда взял. Запах-то какой. Ребят, кто не ловил харюза, то-то, конечно, рыба. А какая она вкусная. Сегодня вот сделаю скоростовочку. У нас там есть харюзок. Чисто вот под закусочку взял. Чтобы сделать вечером щучку и скоростовочку сделаем. В том самом пекле взял, ребят. Так что не надо стесняться кидать. Вот там показал себя. Ну, крупненький должен быть здесь по-любому. Я думаю, ребята, если заняться, потому что вот перекатов много, попробовать порыбачить харюза, я думаю, даже можно что-то наковырять. Штук с десяток, я думаю. Вообще легко. Ну, конечно, надо палочку по лайтовей. Мелкий прыгает, вообще мелкий. О, видите, ребят, что творит. Ну и лесочку поставить. У меня шнур стоит толстый. И можно позаниматься, чисто даже ради удовольствия. Снять поводок вот такой здоровый. Видите, ребята, пару карабинов зацепил. Пару вертлюгов, чтобы огрузочка была больше. Ну, чтобы можно было хотя бы метров 30 запустить его. С такой оснасточкой. А так интересно, конечно. Очень здорово. Приятно, просто приятно. На спиннинг половить харюза. Хоть, конечно, не харюз это, а так жиганчики. Но для нас, ребят, говорю, для нас, южане, коми, это просто кайф. Кайф, конечно, кайф.
Поклевочка на воблер. Ха-ха-ха. На воблер, Жень. Вон с оттуда прям вылетела. Но тоже отцепилась, блин, моментально. Поклевки, ребят, вообще не радуют. Редкие. Ну, нет, выходят. Ну, блин, это разве щука, конечно. Еще рогаечка. Стой, подруга. Вот такая красотка. Опа. Давай. Домой. Плодитесь, вырастайте. Радуйте поклевками. Мелкая зараза. Мелкая щука. Ну вот, воблер разловил в этом сезоне. Периодически меняю, ребят. То маленький ставлю. У Тёмыча такой мне подогнал. Вертушки меняю. Такие дела. Ну, не густо. С-под коряшки он вылетел. Что, ребята, время у нас уже 2:30. 2:30 и просто вот такая штучная щука. Очень устаешь от такой рыбалки на самом деле. Ну, потому что поклевка раз в час, а то и в 1,5. С утра так вообще было раз в 2, наверное, в часа. Короче, ребят, не клюет. Вот без разницы, стоял воблер или вертушка, под нос кидаешь, хапает. Причем неплохо берет, жадно. Я не сказал бы, что пассивные поклевки. Ну, такое ощущение, что как будто ее нету, блин. 2:30 уже еле плыву, потому что Женька где-то отстал. Не знаю, придется тормознуть, наверное, подождать. Да и перекусить надо что-то горячего. Вон бобер как питается. Свежая у него, свежая кормежка ивника. Тут такие обрывы с правой стороны. Здесь вот такой пляжик. На пляжик, наверное, и зайдем. Там уже начинается лес. Заходим в тайгу, ребят, скорее всего, потому что смотрели по навигатору, все были поля, а вот сейчас капитально заходим в лес, мне так кажется. Мошка покусала, ребят, вроде как опух глаз. Точно не знаю, но вроде заплывает. Вот это, конечно, печалька. Ну вот пока вот такой расклад, такие моменты. Ничего интересного не происходит. Пока Женьку жду, обедик сварганю, ребят. Ну там у меня есть заготовочки, сумка, холодильник есть, хорошо вот для таких вещей, для сплавов. Специально ее приобрел. Заморозочка, все лежит, все классно, все. И не карта холода лежит, и нормально. Вот как раз камни такие классные. Галечка покидал что-то, нифига хорезок не выходит, хотя плескался пару раз. Но что-то не хочет. Ну, Женю жду, что-то пропал куда-то, может что случилось, не знаю. Тормознул, ребят, ладно, сейчас быстренько сделаем дело. Сумочку достанем. Чайку надо, ребят, попить. Чаю охота. Хорошо термоса взяли с Женькой. Чайку надо свеженького. Опа. Стоять. Стоять. Чайку. На плиточку надо достать еще. Там у меня типа как чебуреков есть. Разогреть. Перекусить надо. Что-то Женек долго, блин. Мы как бы раза два так расставали, скажем. Ну, чтобы настолько, как будто нет. Не вижу его.
Немножко маслица. Полевая кухня. Что-то не видать его, блин. Связи-то нету. Глушь. Вот такие штуки, ребят, есть у меня. Так, это пирожки с мясом. Вон, замороженные. Уже немножко подтаяли, скажем. Не особо, но немножко. Сейчас он как Женька пирогов этих похомячим. Ой, ребят, смотрите, какая красота. И будет огонь. О, подрумянились еще даже. Только пригорели с края. Ребята, нехорошее дело. Женьки-то и нету. Что-то не то. У меня уже обед готов. Блин, ну мы разошлись за поворот, как бы шли. А тут повороте стал так постоянно. Я думал, где-то за поворотом держится. Тишина, блин. Вот на такие случаи рации, конечно, надо иметь, блин. Бам-бам. Проверка связи. Блин, подожду еще, не приплывет. Придется подниматься по течению вверх. Правда, весло сломалось, ребят. Не выдержало весло у меня, блин. Этого сплава. Вон, лопнуло. Менять, блин, будут. Не знаю, как-нибудь допру, наверное. Что-то, ребята, у меня паника уже какая-то. Стою уже 15 минут и нету его. Что случилось-то, блин? Перекатом уже спиннинг кидает, харю заловит. Так должен же уже подойти, по идее. Ты ё-моё, бля. Там еще курья какая-то по берегу, если идти, блин. Бля. Так, тут небольшой перекат. Точнее, перекат выше. Тут чуть ниже, смотрю, плещется хариус. Пока сюда плыл, вот раз 5 хариус плеснулся. Попробуем, может, кого-то поймаем. Опа, есть. Есть. Оба-на. Есть хариус. Это у меня сегодня уже 3-й хариус попался. Но опять же не крупный. Отпускаем. С первого заброса. Так, вот там опять плещется хариус. Попробуем, кинем туда. Опа, есть, есть. Хороший, хороший хариус. Хороший хариус. Опа-на, опа-на, вот он, вот он. Хороший хорек. Отлично. Вот он, хариус. Первый раз ловлю летом такого хариуса, никогда не ловил. Еще один мой небольшой рекорд. Я говорю, увидел всплеск, кинул и не прогадал. Ты где был-то? Я тебя потерял, блин. А? Хариуса хорошо поймал. Я таки понял. О! Огонь. А я тут вообще нервничать начал, слышишь? Так, что нету, тебя нету, блин. Я уже думал, все, этот, как его, подниматься вверх, блин. Думал, мало ли, может, лодку порвал, может, что еще, блин. Я тут вообще переживать начал, блин.
Я так и понял, что залип ты. Ага. Такой заказной. Вот там кидал. Одного отпустил небольшого, и вот такой залип. Получается пластмассовая, Жень, да, она такая? Ну, ее, получается, можно заказать, да, я так понял? Конечно, ну. Можно, мне кажется, дома что-то найти. Хорошо пилит. Аккуратно, но вот руки. Держи. Угу. Нормал? Ну. Такая выработка. Охренеть, да? Короче, если заказать, то полностью вот эти надо заказать. Потому что эти тоже скоро подведут, походу. Слушай, ничего с ними не будет. Доплывешь до дома точно. Доплыву, да. О, все. Так, это клево. Так, нормально. Два фрегата отобедали, перекусили такими чебуреками маленькими. Сделали лодку, ребят. Отвертка не оказалась, но вот пила была с собой и вот нормально спасла. Потому что все равно надо где-то веслить, перекаты, коряги, чтобы не пропороться, да и вообще весло нужно будет. Женька, значит, почему задержался? Поймал хорюска, хорошего, такого достойного. Идем дальше. Посмотрели по картам. Короче, проплыли мы где-то, ну, вообще ни о чем. По прямой 4 километра получается. По реке достойно. 1/3, наверное. Может, чуть больше. Время 5 час вечера. Сейчас 3 часика. Посвятим щуке. Не знаю, может вечерком выйдет. Посмотрим, не знаю. Тепло, солнышко вышло. Даже вот пришлось раздеться. Так что будем пробовать. Да и Женя говорит, сейчас будут места такие более-менее. Они вот ходили в свое время вот эти маршруты. И щука вот в этих районах поклевывала. Посмотрим. Проперил полупу, ребят, удочка, хоп, всплыла. Он опять нырнула. Плавают как могут. Так уже в 2 поворота за ними иду. О, какие-то буреломчики идут впереди. Обкидаем сейчас мальца. О, там вообще дрова капитальные. Тут надо попробовать. Господи, что за щука-то такая сегодня попадается мне. Я уже счету сбился, какая щука-то у нас берет, блин. Вот в коряшках вылетел. Вот здесь по счету, по сути, ребят, надо, конечно, бы жерлицы поставить вот в таком буреломе. Прямо над ними, вот в окнах, подвесить жерличку мою. И было бы вообще суперски. По-любому здесь в дровах живет хорошая щука. Только почему-то не хочет выходить, брать. Не знаю почему. Мелкая щука кормится вон потихоньку. А крупная нифига. Что, ребят, 7 час вечера уже. Будем искать лагерь, наверное.
пока разбазируемся, пока туда-сюда, пока ужин, пока костер и так далее. Я думаю, времени займет немало. Ну как назло, зашли в такую пойму, получается, и крутые обрывы, и такой лес смешанный, не особо такой для ночлега. Ну сейчас найдем что-то там, вот вроде сосны идут, елочки дальше. Какой-то надо такой более не крутой обрыв найти, и надо выходить на берег уже и заниматься делами. Сил уже нету, ребят, вообще нету. Настолько, блин, это скучно получается, потому что редкие поклевки и надоедает прям на самом деле. Ладно, сейчас будем искать место и уже на берег, потому что надо сворачиваться. На сегодня хорош. Крутовато, конечно, маленько, но дров зато вообще вдоволь. Что, в принципе, я думаю, неплохо. Костерок где-то, палаточку. Нормально. Так, ребят, мне понравилось нам там местечко. Ну как бы все нормально, но там палатку поставить невозможно. Вообще все усеяно лесом. Идем дальше. Смотрим на берег. Смотрим на берег. Короче, ребят, это как обычно по сплаву. Ищешь место выхода и найти не можешь. Час мотались после того места, как заехали в первое. На концове так и не нашли. Нашли вот такое пристанище. Ну, ребят, подъем здесь. Не знаю, на камеру, наверное, непонятно будет. Просто вот так. И здесь, смотрите, ребят, елка такая. И просто как палатка. Вот. Палатку даже ставить не надо. Но спать-то все равно надо, а берег крутой. Палатки невозможно поставить. Женька поплыл на лодке посмотреть чуть ниже. Вроде пляжи какой-то есть. Ну, лесная речка, нет таких хороших. Редко встречаются таких галищников или пляжей. Тут сушины были, валяются, дров в море. Так, рожок чисто, чтобы этот комары не сожрали. Комаров очень много. Фух, как-то так, не знаю, сейчас Женьку подожду. Че он там, может, что-то найдет получше. Ну, вроде решили здесь. Женька сплавал вон до туда. Слышь, как голуби воркуют, Жень? Голуби, да. Это лесные голуби. Они, походу, здесь живут на елках больших. Всю ночь будут с нами ворковать. Короче, ребята, разгружаемся. Лучше места не найти, просто время уже все, край. 8 часов. Сейчас все, достаем. Потихоньку. Подсачники, спиннинги, продукты, столы. Делаем базу. И нормально. Комаров. Че, Жень, палатка у тебя? Норфин? Норфин, да. Я вообще взял, не знаю. То ли они там что-то перепутали, что-то передла, что ли, было. Ага. Потом цены посмотрел. Так, лодочку сразу помоем. Немножко. Чтобы с завтрашнего дня более-менее было
засохнется, не дай бог. Потом отмывать плохо. Так, чай. Чай сюда. Топорик. Готово, Жень, да? Спальное место готово. Теперь осталось оснастить кухню. Немножко подрубить, чтобы не мешало. О, романтика, блин. Специально взяли, чтоб. Давай. Сделаем Харюза, кроссовочку. Давай сразу двух. Как и планировали. И щуку пожарим. И нормально будет нам. Кабанам. Ты знаешь, что, почем, где, как, во сколько. Да. Давай, да. Так, ребят, что-то дождик заморосил у нас. Капитально причем. Затягивает. Что-то рановато же и начинается, да, как будто? Но у нас есть вторая палатка. Это елка. Фонари, слава богу, есть. Сейчас мы, возможно, туда установимся. Вот здесь. Смотрите, ребят, как четко. Оп, здесь, Женька, сядем. Что-нибудь постелим. Фонарь сюда подвесим. И нормально. Чё? Пускай горит, что батарея мощная. А сюда мы стол, Женька, поставим, да, с тобой? Сюда вон постелим что-нибудь. Сядем так. Кайфовать будем просто. О, вообще зарядила, Жень. Так мы, короче, уселись. Спиральки сюда подвесили. Женька подвесил где-то. А вот одна, где-то вторая у меня висит. Все, огонь, шикарно. Так, сядем с Женькой и будем сидеть. Ну хоть не этот, не дождь, не попадать не будет сильно. Такая елки такие стоят. Все равно укрывать будут. Что, родные, попадался у нас опять, как обычно, блин. Без приключений не можем. Все, зарядил дождь капитально, жестко вообще. Но должен был начаться с вчерашнего дня. Сейчас где-то находимся под селом, где-то возле Чухлома. Женя пошел на гору, там вроде какая-то старая дорога есть. Посмотрит сейчас связь.
То бишь утром мы поехали с Диманом. Диман, если будешь смотреть, привет тебе, большое спасибо, то, что нас забросил. А Женя оставил до Чухлома возле, получается, мост через трассу свою машину. И мы хотели доплыть до туда и как бы все спокойно сесть и поехать домой. Но мы прошли еще даже меньше половины, ребят, этого маршрута. Если такая погода будет, то не знаю. Щука не важно, ребят. Сегодня получается около 7-8 на штучек. Вот у меня лично пару хорезков, наверное. Ну, очень редкие поклевки, это вообще жесть. Короче, будем думать, ребят. Сейчас Женька сходит на разведку. Но я пока займусь трофеями. Надо обработать рыбку. Потому что взяли на поесть специально. И поужинаем. Так что как-то так. Так, вроде под елками пока более-менее. Но это ненадолго, все равно не намокнут. Короче. Как-то, блин, я даже не знаю, что сказать, ребят. Ладно, что, нормально все. Протянем. Так, ребят, с двух хорезков сделаем скоросовочку. Вот этот взвешивали 380 грамм. Вот грамм на 200, наверное. Но чуть крупнее. Вот, красавец вообще, ребят. Зачетный. Сейчас почешую здесь. Потом на реке промою все. Красиво. Свежий пойманный хорезок. Просто царская закуска, ребят, будет сегодня у нас с Женькой. Так, ребят, ну что, делаем скоросовочку с Женькой, с нашим хорезком. Вон, Жень, сюда в контейнер ложи. Вот такие кусочки сейчас мы будем. Не знаю, да, пойдет. Хватит же контейнера одного. Растрясти, наверное. Хватит, да. Сейчас достанем лимончик, солюшку, черный перец. И вдвоем с ним за обе стороны будем трясти страшно, чтобы он побелел весь, бедолага. 15 минут. И все нормально. Но у нас вот такие условия, ребят, на камеру непонятно. Склон идет жесткий. Тут вроде подперли. Сидеть невозможно. Палатка тоже стоит вот так. Короче, проснемся, вся кровь в ногах. Зато будем бегать завтра капитально от дождя, наверное. Ну вот. Короче, ужин сегодня у нас чисто рыба. Соленый хариус и жареная щука. Ну, без щуки как? Никуда, как бы, с планов было за щукой сегодня ехать. Ну вот, хоть хорезок порадовал, как бы. Может, кто-то скажет, там, из Сибири, там, что это пыль. Но для нас это, блин, прям так летом, прям хорошо. Прям классно. Прям как к огороду, так скажем. Так, у меня лимончик есть лимончик. Кстати, лимоны уже стоят что-то бешеных денег. Видал, как подорожали? С ума сходят вообще. Ну, типа витамины, да? Из-за коронавируса, что ли? Ага. Хорезка мы перчим. Вот так вот. В принципе, больше, наверное, ничего не будем добавлять. Есть много специй к рыбе, но это классика жанра, так что чисто солим еще. И все. Так, специй-то вообще, скажем, много всяких. Вон же я тарелку положил, может туда складывать. Думаю, достаточно же, да? Даже не, да, думаю, да. Да, все. Щучку тоже немножко мы посолим.
Ну, единственное, что к щуке еще добавим приправчиков, ребят, к рыбе. Очень мне понравилось вот так жарить. В муке, правда, но с приправами. Вот так мы еще сверху. Потом все это перемешаем, делаем. И будет четко. Все, сейчас добавляем лимончик сюда еще. Половину выжимаем. И растряскиваем. Лимонная кислота чисто нужно, чтобы он побелел. Его свернуло. Не знаю, многие, говорит, сибиряки, он чисто со снегом, слышал, даже не делают. Снегом, говорит, просто делаем. Это уже так, как говорится, в лесу-то лимон не всегда ты встретишь. А так что, соль-то, перец всегда в рюкзаке есть, правильно? Все, Жень, закрываем. И просто танцы делаем. Капитально делаем танцы. И все. Ну так надо растрястись, так растрястись. Так, ну что, начнем щучку жарить. Побольше маслица. Сейчас, Женька, будет шикарно у нас ужин. На костре, на заре я выйду в туман. Сколько, Жень, по времени-то уже? Часов 10, наверное, да, уже, Жень? Ну что, Женька, щука жареная. Ну, видишь, поменял цвет, побелел. Все, скоросолочка. Ну, 5 капель, я думаю, не помешает под такой ужин-то. Чай, да? Чай, да. Сегодня у нас рыбный день. Сегодня у нас что? Пятница? Пятница, да. По идее, вчерашний был день. Ну ладно. Что, пробуем? Огонь, да? Пахнет классно. Ну что, давай? Давай. Давай. Ну, Жень, как ужин? Ага. Огонь, да? Огонь. Пойдет. Да, не часто, но на рыбалочке это, конечно, совсем другие ощущения. 2 раза вкуснее, блин. Ну, я имею в виду с хорезком-то, конечно, не всегда, блин, но так получилось. Хорошо. Вон тамбур типа есть, да, Жень? Да. Вот это хорошая штука. Пищи сушу. Так, носки надо сразу мне переодевать. Борода не подтекает маленько. Надо. Надо будет снаружи тоже закрыть. Да, да, закрой, Жень, ага. Так, дождик помокрил маленько. Блин, ноги вообще, конечно, бродняк, Жень, смотри. Старые ноги, видишь, становятся. Не дышат. Я целый день, я тут в калошах был. Да я знаю, я и говорю, не дышат вообще.
Бродни, блин, одни. Хорошо, конечно, по колено, но, блин, на сплаве это не то. Надо вообще другое. Все. Нормально. Опа. Все. Огонь. Что у нас там уже по времени? По времени час. Час ровно. Отбой. Отбой пока Ровно час. Ровно час пока зима, там отбой. Сказали. Значит, отбой. Опа. Все. Все. Огонь. Как, Женя, как, кстати, спал-то нормально? Нормально, да? Тоже хорошо. Вообще нормально, я тоже так выспался прямо же, блин. 5 часов, я глаза открываю, где-то 7. О, хорошо. Что, ребята, доброго всем утречка. Сборы домой. Ну как домой? Второй день. Идем до села. Будем решать. По прогнозу дождь сегодня, а сегодня вот встречает солнце нас с 5 утра уже. Жарко даже. Выспались в палатке четко. Первый раз так спал в палатке, хорошо прям. Но водочка и Хариус, наверное, сделали свои вещи. Ладно, вот сжигаем мусор, что есть, с собой забрали. Все, сборы. Ну что, спасибо этому дому, как обычно. Поедем к другому. Поедем дальше. Сразу надо броню скатать, чтобы не жарится солнышко. Хорошее место, понравилось. Красиво очень. Отлично. В первую очередь поменяю поводки. Тебе, Жень, поводок не нужен? Я просто говорил, что поводочки у тебя... Ну, тут, скажем, поводочки-то тоже не очень. Ну, поменять надо, потому что поводок за рыбалку износился вообще капитально. Ребят, смотрите, какая струна. После поклевок, щуки. Вот такой. Зацепов и так далее. Вот в струну потом. Игра потом получается плохая, и я стараюсь менять. Покупаю сразу много, не жалею. Заусеницы вот эти. Хочу поставить новенький. И знаешь, что у тебя с поводком все хорошо, все надежно. Если будет трофей, то я думаю, не должно у нас. Все, готово. Толстоват, конечно, поводок, блин. Но не было ничего такого интересного у нас в нашей деревне, блин. Пришлось взять вот такие. Отлично. Так, ребят, впереди у нас перекатик. Такой нехилый. Сейчас надо сразу понять, где его обойти лучше. Коряк много очень.
Прикольно. Как завивает, блин. Ходим уже к деревне, ребят. Видно уже лодки на берегах. Вот такой плот, походу. Угу. Молодежь, наверное. Такой плотик. А видно, здесь подъем какой-то идет. Молодежь катается. Что, ребят, мы в деревне. Поднялись в деревню. Ищем сейчас дорогу, спуску к реке. Где-то там тормознули на пляже. Поднялись в деревню. Решили, ребят, не бить этот маршрут. Ну, во-первых, погода. Здесь интернет-связь есть. Посмотрели. Дожди, короче, как и обещано. Ну и плюс маршрут у нас еще больше, чем вот мы заплыли за вчерашний день. Если бы щука клевала, конечно, более-менее как-нибудь получше, то, возможно, мы еще пошли, потому что у нас продукты есть, все есть. Решили, короче, не мучить себя, не рисковать. Самое главное, по прямой сейчас Жене до машины, где мы ее оставили, запланировано было у нас, куда мы должны были доплыть. 4 километра, около 5. Он сейчас пошел пешком, а я ищу, вот по деревне хожу, спуск. Где-то в том районе мы тормознули. Коми народ здесь, в основном по Коми. Не могут объяснить, что-то по Коми объясняют, а я хотя живу в Коми, но немного не понимаю. Так что сейчас будем искать. Ребят, нашел я спуск. Правда, мы спустились ниже чуть на лодках. Но придется стаскать вещи немножко повыше. Потому что здесь дороги нету. Ветрище такой поднялся. Но дождь обещают. Немного стаскать придется туда повыше. Ну и крутой подъем. Ладно, заходки 3-4, наверное. Я думаю, стаскаемся. Сейчас быстро мою лодочки сохнут и начну вещи таскать, пока Женьку жду. Много лодок на берегу, ребят. Вот лодки. Там лодки, везде лодки вообще. Деревня, значит, рыбацкая. Это хорошо. Ладно, что, занимаюсь делами. Ну, вот вроде первую помыл. Нормально. Ну что, лодки помыл. Женька уже подъехал. Красавчик. Быстро сгонял. Все, ребят, сейчас штурмовать гору такую. Опа. Сейчас по максимуму как-нибудь возьмем. Так, этот рюкзак. Эту сумку. Опа. Эту сумку. Опа. Дойду же, думаю, не? Так, что? Спальник можно взять еще. Весла и вот это. Ну что, ехаем. Фух. Ну, вроде все. Все, я уже дома. Добрались домой. Все вещи стаскал. Сейчас, как обычно, по местам. В целом подведем итоги, ребят. Ну что, не стали рисковать мы плыть дальше. Хотя планировали на 2 ночи, а возможно и на 3 ночи, как бы до Местской высадки. Потому что дошли вот уже до села, и у нас был еще один крюк. Мы бы ушли обратно в лес. Грубо говоря, практически бы поднимались в обратную сторону. Чисто из-за щуки, из-за погоды, ребят, не стали рисковать, потому что поклевки редкие. Щука просто вообще категорически не берет. Просто вымучивали каждую поклевку. Ну, штук десяток поймали, но не тот калибр, который нужен, конечно. Удивил хариус, очень удивил, потому что
активничает, хариус поклевывает. Просто для наших мест, ребят, это небольшая такая редкость даже и хорошая рыбалка. Тебе подытожил вот эти перекатики, возможно, когда-нибудь будет мотор, и с мотором уже можно будет походить и конкретно заняться вот этой рыбалкой, половить хариуса на удочку, на мушки, на спиннинг и так далее. А так, в целом, все здорово. Пообщался с Женькой. Первая рыбалка с Женей в этом сезоне. Много чего рассказали друг другу. Короче, нормально, ребят. В целом, сплав как будто бы удался. Наполовину, я так думаю. Сильно не переживаю. Погода хмурится. Сегодня обещают дожди, завтра дожди. Так что, я думаю, правильно решено, что вернулись домой. Новый маршрут, ребят. Новые эмоции. Всегда полезно, всегда классно. Желаю, ребят, всем, как обычно, хорошего настроения, хороших рыбалок, ребята, и берегите себя. Всех обнял. Пока.